Вот вы говорили о том, что человек уходит, да, конечно. А вы боитесь смерти? Нет, абсолютно. Я принимаю это как должное. Честно вам скажу, я не боюсь этой смерти. Я ее не боюсь, и я знаю, что это реально, я знаю, что будет конец. Вы должны быть готовы к этому. 10 декабря 1962 года здесь родился Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Его отец, Магомед Нурмагомедов, воспитывал сына в строгом режиме. И наверняка это сильно повлияло в будущем на Абдулманапа Нурмагомедова. Абдулманапу было 5 лет, когда он увидел амплитудный бросок в исполнении своего отца в родном селе на соревнованиях по национальной борьбе. До службы в армии Абдулманап Нурмагомедов усердно работал в спортивных залах и достиг звания мастера спорта по вольной борьбе. А примером для него служил Загалав Абдулбеков, первый олимпийский чемпион по борьбе из Северного Кавказа. Когда пришло время, отправился служить в ряды вооруженных сил, где увлекся дзюдо и самбо. После армии Абдулманап Нурмагомедов остался на Украине и с 1983 года вместе со своими братьями жил в Полтаве. У Абдулманапа в разные годы были два наставника – заслуженные тренера СССР Петр Иванович Бутри и Владимир Михайлович Невзоров. Параллельно с тренировками Абдулманап Нурмагомедов отучился в кооперативном институте города Полтавы на экономиста. Тяжелый труд и природная выносливость, которая была и у отца Абдулманапа, дали свои плоды. Он выиграл чемпионаты Украины по дзюдо и самбо, стал чемпионом Европы по дзюдо, достиг звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 1986 году у Абдулманапа рождается первый сын – Магомед, а в 1988 году родился и второй – Хабиб. В то время Абдулманап Нурмагомедов был не только действующим спортсменом, который входил в сборную Украины, он был и тренером. Его тренерский талант проявился на его младшем брате Нурмагомеде Нурмагомедове, который в 1992 году стал чемпионом мира по самбо. Это был первый большой тренерский успех Абдулманапа, которому на тот момент было около 30 лет. После успешного выступления брата Абдулманап Нурмагомедов окончательно вернулся в родной Дагестан и продолжил тренерскую карьеру. В своем новом доме в селе Кироваул Кизилюртовского района Абдулманап обустроил на первом этаже спортзал, в котором занимались 18 сельских ребят и в котором сделал первые свои шаги на татами его младший сын Хабиб. Уже в 5 лет он знал основные упражнения и всю борцовскую акробатику. Когда спортсмены перестали помещаться в домашнем спортзале, Абдулманап Нурмагомедов продал 4 быков и оборудовал просторный зал в школе. И до конца 90-х годов талантливый тренер обучал в этом зале 36 будущих мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных мастеров спорта и 4 заслуженных тренеров России. В начале 2000-х семья Абдулманапа Нурмагомедова переехала в Махачкалу. Период с 1999 по 2003 был самый тяжелый в жизни Абдулманапа, так как он приютил 6 сирот у себя дома, которых в будущем сделал чемпионами мира. Старший сын Абдулманапа Нурмагомедова, Магомед, к 16 годам уже был в сборной Дагестана по вольной борьбе. Хабибу тогда было 14, и он начал просить и даже требовать у отца, чтобы его тоже брали на сборы со взрослыми. Абдулманапу нравилось, что он стремится и проявляет инициативу. В течение нескольких лет Хабиб провел около 15 сборов и сильно подтянул свои умения. К 16 годам он был в тройке России по рукопашному бою и по боевому самбо. Именно тогда Абдулманап понял, что у Хабиба будут серьезные результаты. Но за пару лет до этого Абдулманап намеренно выставлял сына на различные соревнования по борьбе, где Хабиб постоянно проигрывал. Абдулманапу нужно было, чтобы его младший сын понял и прочувствовал, каково это быть побежденным. В будущем Хабиб скажет отцу: «Папа, ты все тогда делал правильно, теперь я терпеть не могу проигрывать, наелся в детстве. И поэтому все время побеждаю». Абдулманап Нурмагомедов никогда не выделял Хабиба из числа своих учеников. Много раз так получалось, что Хабиб и кто-то из других его ребят выходили в финал соревнований. В таких случаях Абдулманап просто махал рукой, говорил: «Разбирайтесь сами на ковре или в клетке», и шел смотреть бой с трибуны. В 19 лет его перспективный старший сын Магомед получил травму и закончил карьеру. Абдулманап никогда не терял надежды, и когда его младший сын Хабиб сходил с пути, он наставлял его обратно. Так в 19 лет Хабиб собирался уйти из спорта и устроиться в охранное агентство. Но Абдулманап сказал: «Если ты где-то работаешь, то ты уже не спортсмен, значит у тебя другая работа. Но если ты спортсмен, ты должен жить этим.
Ты должен рано вставать и идти тренироваться. Приходить домой, кушать и спать. А все, что тебе нужно, я буду тебе давать. Тебе нужны деньги только на воду и на проезд. А покушать у нас и дома есть. И уже в 20 лет Хабиб выиграл свой первый профессиональный бой удушающим приемом. Вы думаете, еще он проведет боев? Я думаю, 3 боя. Ну а потом, после 32 лет, я думаю, нужно... Предки говорят, тебя покидает 4 качества после 32 лет. Надо с этим мириться, это непросто. В 23 года подписал контракт с UFC. В 29 стал непобежденным чемпионом. Для Абдулманапа это был главный тренерский и отцовский успех за его жизнь. Его сын дошел до титула с рекордом 25 боев, не имея ни одного поражения и не проиграв ни одного раунда в боях UFC. Как сказал Абдулманап, он не представлял, что все так может получиться, но он всегда верил в успех, и шаг за шагом его уверенность вырастала. Сейчас Абдулманап Магомедович Нурмагомедов является заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. За тренерскую карьеру воспитал 28 чемпионов мира, и параллельно с тренерской деятельностью он хочет заниматься обустройством Дагестана. Друзья, Абдулманап Нурмагомедов выдающийся, талантливый тренер, спортсмен и наставник. Я даже не сомневаюсь, будь он молодым, то тоже стал бы чемпионом мира хоть UFC, хоть Беллатор, неважно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока! Очень важно иметь ценности, которые несут для общества благо. Эти ценности – это вера Всевышнего.